я готов ответить. Нурбек если- Бишиналевич, у вас есть вопросы к представителю президента Кабинета министров? Говорите. У меня такой вопрос. Вы вот сейчас про договора говорили. Ну, как вы считаете, можно составить 100 тысяч договоров, допустим? Миллион, 1,5 миллиона долларов. Как вы считаете, как это вообще сделать? Ну, это это какая-то есть команда аппарат, должна быть, да? люди заключают же. Ходят по домам, заключают договоры. И 100 тысяч договоров заключить, вам сколько времени надо? И сколько людей надо задействовать? А какие это расходы, какие? Нету договоров. Вот в чем дело. Не, ну вот в Бишкеке существует. каждый потребитель теплоэнергии, ну, света, он же платит, у каждого есть договор, даже по Конституционного электричеству. суда. Так, И по теплу также. я сейчас. Мгм. Так дело в том, что ни одно коммунальное предприятие в суд не подает. Ни теплоэнерго, ни горгаз, ни тазалук, ни холодная вода. Один только Бишкек теплоэнерго подает в суд, а остальные в суд не подают. Нету такого. Ну, в они городе. отключают. В городе не существует. Если ты не таких платишь один месяц, явлений. больше Вот в чем 30. дело. Не, ну Только почему? теплоэнерго подает. Я в суд. вот, ну, давайте конкретный вопрос Да-да. по нашему. Конкретно, как Да. заключить договор, допустим, хотя бы со 100 тысячами? Как? И сколько на это время уйдет, и какие средства для этого нужны? Ну это же годы, они подают Вот тепло. именно. А каждый год надо договор заключать. Закон же, вот же сидит человек с высшей инстанции. Каждый год же договор надо заключать. Они будут годами сидеть, этим заниматься, им платить. Поэтому нельзя здесь говорить вообще о каких-то я как частных раз, случаях. Я Это прошу вот прощения. чревато вот Да. такими И вещами. вообще вот это... Поэтому давайте по существу позиции представители президента считают, что нет оснований удовлетворять ваши требования. Именно и говорит, что именно тот порядок уведомления, который установлен оспариваемыми нормами, они соответствуют сегодняшней действительности. В связи с этим у вас есть вопросы к нему? По этому поводу, я имею в виду, по этому поводу. Сегодняшняя действительность, вот эти пункты, они не соответствуют. Это ваша позиция, о нем вы можете сказать в заключительной речи. А- Сейчас речь идет, у вас есть вопросы Сейчас. к его выступлению? Сейчас. А только что касается по договору, я считаю, что это вообще не тема для сегодняшнего этого. Да, это не тема Она Я с вами согласен. не о том вообще да. говорит. Я с вами согласен. Дальше. У вас есть вопросы? Я не знаю, какой еще вопрос задать. Нету. Нету? Всё. Хорошо. Уважаемый Самат Хаштобекович, у вас есть вопрос? Включите микрофон. Вопросов нет, спасибо. Уважаемые судьи, есть вопрос? У меня к вам один вопрос. Вот из сути выступления обращающейся стороны, как вы сказали, весьма хорошего выступления, да? В целом говорится, что вообще государство должно создать механизм, соответствующий сегодняшним реалиям, да? Все ли формы, ну, во-первых, я хочу сказать, как он отметил, да? И в связи с тем, что это является предметом нашего рассмотрения, что судебное извещение – это на самом деле настолько важный момент, что он лежит как бы в основе того, насколько государство обеспечивает право в данном случае на судебную защиту, насколько полноценно. Если человек не извещен, и причем он сказал, да, есть, скажем так, злостные там, уклоняющиеся от каких-то там судебных тяжб, но есть и добросовестные люди. Как раз он об этом отмечал. Да. И вот по вашему на сегодняшний день все ли формы, ну или, скажем, насколько соответствует сегодняшним реалиям тот механизм судебного извещения, который вообще предусмотрен законодательством? Вопрос понятен, да? Не, понятен. Конечно, сейчас век цифровизации, возможно, какие-то механизмы, они должны совершенствоваться. Например, любого Вот как человека раз он есть об этом и ИНН. говорит. У Об этом ИНН говорит. есть. Если ввести ИНН в компьютере, знать, где каждый находится, этот человек, возможно, это было бы хорошо, но я не специалист в этой области, не могу дать такой, скажем, профессиональный ответ в части того, что, то, что мы живем в век цифровизации, что у каждого нашего гражданина есть ИНН, и если бы, не знаю, какие-то были механизмы, которые позволяли бы по введению кода ИНН или... Нет, вообще, знаете. скажем так, как он сказал, достаточен ли тот существующий механизм, который остался в наследство от Советского Союза, как он сказал, да? Этот механизм существовал еще и в советское время, да?
достаточно ли он на сегодняшний день для того, чтобы реализовать, да, или вот, скажем, выполнить именно вот эту функцию, да, по своевременному извещению человека о том, что он как бы призывается к судебному ответу или еще Ну, что-то. Роман Это Васильевич, я не могу на этот вопрос Да? ответить, Да. поскольку Ну, я, хорошо. говорю, я до этого сказал, что, возможно, он должен, однозначно он должен развиваться, цифровизация, но достаточно ли, как, в каком направлении он должен развиваться, я не готов на этот вопрос Мгм. ответить, Всё уважаемый. понятно. Спасибо. Присаживайтесь.